Меня зовут Чен Чиахао. Еще с детства я вижу то, чего не видят другие люди. Зайдешь? Почему здесь столько людей? Чень Хаха увидит призраков. Страшно? Гадалка напророчила мне служить богам и высшим силам. И что не быть мне копом. Но я в это не верю. Полчаса назад. Слышь, не стесняйся ты так. Расслабься, здесь ни одна машина не проедет. Я, как и ты, так усердно трудился. Но я все переосмыслил и завязал с трудоголизмом. С чем завязал? Все еще не понимаешь? Живи себе спокойно и не ищи приключений. Думал, на расслабоне буду здесь работать, пока не выйду на пенсию. Но, увы, подвернулся мне затейщик вроде тебя. Так это... Знаешь, что я тебе скажу? Будь у меня такой талант, в полицию я бы не пошел. Работал бы медиумом или оракулом. Они ведь больше зарабатывают. Зачем тебе эта полиция? Надо отлить. Стоп-контроль. Сэр, а так вообще можно? Что, уже даже отлить нельзя? Эй! Полиция Хоули. Покажите права. Вы превысили скорость. Прошу прощения. Я в другом городе работаю, а с женой и детьми только на выходных вижусь. Еле зарплаты хватает на еду. Извините. Подпишите здесь. Я всегда оплачиваю парковку. Большое спасибо, выручили. Что-то еще? У вас задние фары выключены. Хао! Что ты творишь? Ты напал на полицейского. Руки вверх. Хао, ты в порядке? Положи на землю и повернись. Повернись! Не двигайся. Тихо. Ну ты и назойливый. Вот и жалей, что не отпустил меня. И вот только теперь я понял, что судьбу не изменить. Полиция города Хоули.
Чен Чахао. Поздравляю. Ты поймал Хэйгоу, главного подозреваемого. Гаишник раскрыл дело. Ты достоин похвалы. Ты сказал, что тебя спас призрак какой-то женщины. Да, она спасла меня. Ты несерьезно относишься к работе, из-за чего умер твой напарник. Как призрак мог спасти тебя? Перепиши отчет. Как тебя из академии выпустили? Вон, если ты этого не сделаешь. Полиция Хоули. Сэр, большое вам спасибо. Откуда ты такой взялся? Номер 9, Чен Чахао, оно того стоит? Чен Чахао, 88-й год рождения, поступил в академию в 2011-м. Самый высокий балл в стрельбе. Самый высокий балл в рукопашном бою. Экзамен сдал успешно. Безо всяких причин стрелял на улицах и набрасывался на невидимых подозреваемых. Простите. Все еще хочешь быть копом? Сэр, Для тебя, Чанг. я... Ты сожалеешь, что оттолкнул старушку от машины? Мэм, Сумасшедший какой-то под машину бросился. вообще-то... У меня есть для тебя работа. Я возьму тебя при условии, что ты не будешь пугаться всего. Сэр, а в какой отдел меня переводят? И почему это я должен пугаться? Лифт еще не включили, его недавно ремонтировать начали. Комиссар попросил пересмотреть отчет. Почему ты отрицаешь? Она спасла меня. Я не могу притворяться. Я ведь все правильно сделал, да? В жизни человека есть только два важных момента. День, когда он родился, и день, когда нашел свое истинное предназначение. И сегодня, возможно, начало второго. Выбор за тобой. Сэр, в какой отдел меня переводят? Как думаешь, из-за всех случаев, с которыми обращаются в полицию, сколько связано с призраками? Добро пожаловать в 9-й участок. Внимательность. Доброта. 9-й участок. Подай дело Чен Чахао. Спасибо. Следующий. Любовь — это нескончаемая терпимость. За ней скрываются все ошибки.
Как в мире живых, так и в преисподней есть свой порядок. С незапамятных времен 9-й участок занимался таинственными делами, которые полиция не могла вести. При условии, что мы не переступим черту между реинкарнацией и кармой. Когда человек умирает, первое, он чувствует растерянность. Как и новорожденный, он не может свыкнуться с этой средой и начинает паниковать. Как плачет ребенок, так и он зовет на помощь. И чем больше он суетится, тем сильнее ему нужна наша помощь. Твое имя? Охрана. Особенно непослушных мы держим в заключении. Зачем на каждом столе благовония? Благовония? Хоть и миры живых и мертвых разделены тонкой границей, они вибрируют на разных частотах. А через благовония мы общаемся с ними в мыслях и четко слышим друг друга. А почему я не слышу их? То, что ты их видишь, не означает, что ты можешь их слышать. Ты их никогда не слышал? Не знаю, почему ты их не слышишь, и тем более, когда ты сможешь их услышать. Скажу одно, когда случится, тогда и случится. Если я не слышу их, как я им помогу? Придется научиться чувствовать их желания. Что мне для него сделать? У людей и призраков разные пути. Узнай его последнее желание. Чих. Я сделаю все, что в моих силах. Я сожгу эту бумажную фигурку. Извини. Я не успел. Время поджимает. Пошли. Он прожил обычную жизнь и был порядочным человеком. Скоро он перевоплотится. Выполни его желание, и он без трудностей покинет этот мир. Его последнее желание. Просто сожги эту бумажную гитару. Что? Или это была виолончель? Это моя протеже и твоя наставница, Суэ. Она... Сейчас она под влиянием мастера. Почему ты пахнешь как женщина? Она лесбиянка? Демон? Где? Нет, прошу прощения, он новенький, не гневайтесь. Ну хорошо, какой он чистенький. Держи. Выпей. Сэр, дела? Уже иду. Мастер, если вы меня дождетесь, обязательно выпьем. Пошли. Что? Спасибо. Зонтик из персикового дерева собирает духов. Закрывает свет и защищает призраков. Когда во время молитвы мы зажигаем благовоние, наше желание транслируется в потусторонний мир.
Так это своего рода телефон? Можно и так сказать. Пистолет со священной водой. Странно, только не говорите, что это девичья моча. Это священная вода. Используй его против неуязвимых призраков. Реальное оружие нам не нужно. Забудь все правила, которые выучил в руководстве. Это значок 9-го участка. Наш амулет. А у меня будет такой? Если выживешь после первого дня. Не забывай, твое задание — ловить призраков. И сними эту униформу. Все? Как думаешь, сложно противостоять призракам? Миссия. Проблема. Дом с привидениями. Поступила жалоба от мисс Суи. Место. Хоули, Кейк-Роуд, дом номер 20. Я так устала. Эти духи столько времени и столько сил отнимают. Потом поговорим. Экстрасенс. В следующий раз будет дороже. Тетя, Что? кто этот человек? Экстрасенс сказал, что они еще вернутся. Я должен узнать, кто пытался их убить, иначе проблему не решить. Сколько можно повторять? Призраков не существует. Иди. Госпожа, я здесь. Госпожа! Потом я проснулась. Она, наверное, устала. Извините, что вам пришлось только преодолеть пути. Так вот, Извините. Не смотрите так на нее. Все вопросы задавайте мне, я отвечаю от ее имени. Понятно. Оставьте нас, чтобы мы собрали все улики. Хорошо. Спасибо. Хватит пялиться. сэр, она не там подписала. Главное, что подписала. Ясно. Слышь? Что? Эй! Кинь конфетку.
Такой маленький, а уже столько проблем. Тяжко, наверное, вот так жить. Так это... Он умер ребенком. Его не похоронили должным образом. И вот его душа здесь, в заперти, ожидает возвращения мамы. Тогда... Почему он ее пугает? Пугает? Что любят делать дети? Играться. Чаще всего люди жалуются, что призраки нападают на них, но на самом деле такое бывает довольно редко. Этот мальчик всего лишь тоскует по теплу матери. Малыш, позже ты встретишься со своей мамой. А пока что мы о тебе позаботимся. Зонтик. Покемон? Что? Что это? А чего ты ожидал? Привидения застряли в мире живых, потому что скучают по своим близким. У людей ведь есть чувства. Вот и у них тоже. Твою мать. А разве мы его не поймали? Сломан. Ну и к чертям. Новый купят. Курильницу не забудь. Хорошо. Многие всю жизнь проводят в погоне за славой и богатством, но люди не живут вечность. Какой толк от славы и богатства? Здравствуйте. Меня зовут Сунь Юйшу. Бог не может даровать вам вечную жизнь. Но если вы уверуете в меня, то сможете ее приобрести. Линь попал в аварию. Пусть мою возьмет. А как же вы? С человеком вроде советника Лини нужно поддерживать близкие и в то же время отдаленные отношения. Не спеши. Если снова возьмешь на работу кого-то вроде Хэйгоу, тебе... Всем добро пожаловать. Советник Линь Юань серьезно пострадал в автокатастрофе. Все еще пьешь? Не хватило, когда мастер был в тебе? Мастер уже ушел? Он сказал, ты пахнешь как женщина. Я? За тобой повсюду душа ходит. Но она не хочет показываться. Ее к тебе судьба привела. Душу? Это душа женщины, которая меня спасла? Мастер хочет, чтобы я нашел ее убийцу? Мастер хочет, чтобы ты не лез в чужое дело. Почему это? Все решает уголовная полиция. У них есть все улики. А вот поймают ли они убийцу, решать судьбе. Так мы и есть полиция. Я должен сидеть сложа руки? Это 9-й участок. Мы в ответе за призраков. И вмешиваться в другие случаи нам не положено. Заруби себе на носу. Люди и привидения – разные существа.
Спасибо, что спасла меня. Не уходи. Тебя зовут Хуан Яхуэй. Тебе нужна помощь? Я тебе помогу. Каков следующий шаг? Так, мерцание. Что ты хочешь сказать? Офицер Чень, ты проник в чужой дом. Что ты себе позволяешь? Ты напала на полицейского и нарушила закон. Какой еще закон? Я открыла дверь ключом, а ты проник в чужой дом. Это самозащита, а не нападение на полицейского. Подожди. Она спасла меня. Не веришь? Открой ту коробку. Розовую. Как ты узнал? Если я скажу, что вижу ее, ты мне не поверишь. Меня зовут Чан Дзюсинь, работаю журналисткой. Хуан Яхуэй моя подруга. Она пропала больше месяца назад. Я не знаю, что с ней случилось, но она бы так себя не повела. Ты ведь мне поможешь? Да. Миссия. Проблема. Посторонние крики, движение мебели. Поступила жалоба от мистера Цая. Место Хоули Айсуа Роуд, дом номер 20. Папа. 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 Эй! Так он не осознает, что мертв? Я же говорил тебе, когда человек умирает, он поначалу в недоумении.
У старика не было семьи. Он живет с теми, кто переезжает в его дом. И не понимает, почему у людей столько проблем. Но на самом деле, он и есть причина всех проблем. Ты почти отвел его душу. Может, ему здесь не место? Поймешь. Не иди на поводу у эмоций, иначе не сможешь понять их. Если мы найдем его, то исполним его последнее желание. Верно? У него нет потомков. Сильное горе и любовь родителей. Я знаю, где ее искать. Я Хуэй.
Тот призрак, которого ты видел во время перестрелки, это Хуан Яхуэй? Да. Ее тело нашли. Суэ провела обряд. С этим делом мы закончили. Что значит закончили? Мы ведь полиция, нельзя это игнорировать. Мы столько тел нашли, они умерли не своей смертью. Ты хочешь, чтобы я проникся состраданием? А я и без этого знаю, что они хотят найти убийцу. Остынь. Они в одинаковых халатах. Ты лучше меня понимаешь, что это не совпадение. Припоминаю я паренька, на тебя очень похожего. Ему стало жаль женщину-призрака, и он решил помочь ей. И попал, бедолага, в автокатастрофу, в результате которой погибла жена, оставив на него дочь. Нельзя было переходить эту границу, и он сам знал это, но, увы, нарушил это правило. Пострадал не только он, но и близкие ему люди. Как думаешь, он сожалеет о содеянном? Мы ничего не будем делать? Да. В 9-м участке свои правила. Мы полиция, мы вершим правосудие. У судьбы другие планы. К черту, оглянись, разве таковы планы у судьбы? Справедливый ты наш. Ну ничего. Чиха еще не забыл? Пока не туши благовония. Так ты их чаще увидишь. А вы в порядке? Беспокоишься? Вот его дело. Думаете, это сработает? Не найдешь другого, пойдешь на его место. А что с нашим Хэйгоу? Спасибо, что за нас все сделал. Советник, малыш мой, не волнуйся. Когда ты очнешься, почувствуешь такой прилив сил, будто переродился. Уходи! Оставь меня одного! Пока что от полиции заявление не поступало. Но из надежного источника нам известно, что все 13 тел женского пола. Нашли девушку, о пропаже которой заявили в полицию. Полиция пришла к выводу, что все девушки пострадали от руки серийного убийцы. Пока ведется расследование, связано ли это как-то с инцидентом в туннеле Ван Дяо. Привет. Я видела список имен жертв. Ты в порядке? Яхуэй заходила ко мне перед этим. Сказала, что ей сейчас тяжело. А я не обращала внимания, пока не прочитала в ее дневнике о том, что она была беременна. И чей это ребенок? Советника Линя. Мужчина, который попал в аварию? Советник Линь попал в аварию. Да. Я прочла в дневнике Яхуэй, что Сунь Юньшуй должен был обследовать ее. И после этого она исчезла. Прежде чем пропасть без вести, все жертвы пребывали в больнице Сан-Дженерал. Все привидения были в одинаковой одежде. Ты думаешь о том же, о чем и я? Журналист и коп хотят поговорить с вами.
а именно о телах, найденных на территории Хэйгоу. Проводи их сюда. Мы хотим задать вам пару вопросов. Вы уже видели утренние новости? Мы выяснили, что все пострадавшие были доставлены в вашу больницу. Извините. Я такой мелочью не занимаюсь. Может, я с чем-то другим смогу вам помочь? Вам известно имя Хуан Яхуэй? Знакомы с этой девушкой? Хуан Яхуэй? Не помните ее? Вот медицинская справка. Это вы точно должны помнить. Моя подруга сказала, что именно вы должны были обследовать ее. Понятия не имею, как ты еще не сорвалась. Она намеренно это сказала. Ты в порядке? Она в этом замешана. Что ты задумала? Ты дала охраннику столько денег. У тебя из машины взяла. Что? И это ты тоже умеешь? Пустяки. Советник Линь? Разве он не попал в автокатастрофу? Так быстро пришел в себя. В тот день, когда она пропала, на 4:30 была назначена встреча. Яхуэй так и не вышла из больницы. Останови. Хэйгоу. Он убил моего партнера. Идем. Какое совпадение. Время рождения мисс Чанг идеально соответствует нашим критериям. Ты посмотри, сама к нам пришла. Бедняга. Но считай это честью принести такую жертву во благо мне. Поздравляю, мисс Чанг. Найди ее. Ты расследуешь дела и взламываешь компьютеры. Жаль, что ты не 007. Исчезновение женщин в Хоуле. Почему ты отказался переписать отчет? Откуда ты узнала? Уже не сомневаешься в моих способностях? Ну так почему? Она спасла меня. Даже не знаю, как это объяснить. Из детства пошло, так сказать. Считаешь меня сумасшедшим? Нет. Скорее крутым. Я не люблю секреты. Только правду. С детства пошло. Как ты этому научилась? Я в ванную. Сразу направо.
Хао. Все хорошо. Я люблю тебя. Что ты здесь делаешь? Сэр, Ну, вообще-то... вообще-то... Пап! Пап? Что ты здесь делаешь? Как вы познакомились? Недавно мы... Ты же сказал, что не будешь лезть в мою жизнь. Зачем пришел? Откуда ты знаешь мою дочь? Мы познакомились. Не твое дело. А ты откуда знаешь моего отца? Вы коллеги? Да, мы... Ты что вообще здесь делаешь? Я просто хотел... Мы расследуем дело о пропавших девушках. Пропавших девушках? Я же просил тебя. Мы столько лет не общались. И вот ты объявился. Забота проснулась. Почему ты ходишь по дому моей дочери в одних только трусах? Что ты хотел сделать? Ничего. Он тебя обидел? Ты закончил уже? Как он мог меня обидеть? После того, как ты ушел, хуже уже не станет. Забудь. Не знаю, чем ты был занят, и не хочу знать. Так что будь добр, уйди из моего дома. Да, уходи. Ты ничего не заметила? Ченчао. Да. Сэр, это не то, о чем вы подумали. Вы неправильно нас поняли. Я не это хотел. У тебя 5 секунд. Так и убить кого-то 5. можно. 4, 3, 2, 1. Вы с ума сошли? Твою мать. Черт! Я ведь уже извинился, а вы дальше стреляли. Я ведь тоже офицер. Набрался смелости подкатить к ней. Ты все испортил. Ты не послушался меня, твоего партнера. И еще и мою дочь втянул в это. Я же сказал вам, между нами ничего не было. Сказал же прекратить расследование. Кто дал тебе права? Я сделал все, что мог, чтобы из преисподней нас не тревожили. Зачем ты пошел в больницу Сан-Дженерал? Еще и мою дочь поволок туда. Я в тебе ошибся. Не понимаю, зачем тогда 9-й участок? Мы называем себя полицией, но закрываем глаза на зло.
8 лет назад кое-кто совершил такую же ошибку. Знаю, Чанг рассказывал. И это сделал Чанг. У каждого решения есть последствия. Наказывать будут на небесах. А мы можем только поддерживать закон и порядок. Он совершил большую ошибку, перейдя эту границу. И это стоило ему жизни жены. А сейчас он хочет наладить отношения с дочерью. У детективов свои правила. У нас тоже есть такие. И ты это знаешь. Только не хочешь признавать. Цзюйсинь, это папа. Моя работа тебя не касается. Брось ты это расследование. От него одних неприятностей огребешь. Хоть раз меня выслушай. Я ведь не лезу в твою работу. Ты меня бросил после смерти матери. Но я... И не имеешь права мне указывать. Я устала. Хватит. Что? Суэ. Беда. Вы кто такие? Кто там? Цзюйсинь. Цзюйсинь, кто там? Алло? Цзюйсинь. Больница Сан-Дженерал. Войдите. Не ожидала вас увидеть в такое позднее время. Вам не здоровится? Срочный вызов? Так это... Доказательства и ваше присутствие. Где моя дочь? Доказательства? Едва ли. Присутствие? Увы, не сможете позволить. Говорите ваши условия. Мистер Чанг, я врач, и моя обязанность спасать жизни людей. Я принес все доказательства. Чанг Цзюйсинь к этому не причастна. Отпустите ее, обещаю, она прекратит расследование. Не так уж и просто. Столько невинных жертв. Вас совесть не мучает? Совесть? Мистер Чанг, может, поставим обе наши совести на чашу весов? Я спасаю важных людей.
Я дарую им новые жизни. 新的生命。 Жизнями мелочных людишек вроде вас я спасаю тех, от кого есть польза. И оно того стоит. Я хочу, чтобы мир стал лучше. 美好。 Жертва Чан Цзюйсинь очень важна для мира. Все жизни равноценны. А вам воздастся за преступление. Воздастся? Пока я жива, мне ничего не грозит. Хватит этих игр. Вы как раз вовремя посетили больницу. Потеряли самообладание? Мистер Чанг, войдя сюда, ты подписал себе приговор. Тебе кто-нибудь говорил? Какая ты ужасная женщина. Как ты думаешь, новость о том, что полицейский спрыгнул с крыши больницы после того, как ему диагностировали рак, попадет на первые страницы газет? Не мешай мне. Нужно сообщить об этом. Мы имеем право. Не преграждайте путь. Кто это? Кто он? Кто он? Мы тоже хотим посмотреть. Не толкайте меня. Срочные новости. Мужчина средних лет, который спрыгнул с крыши, был старшим детективом. Полиция пока не раскрывает подробностей. Предварительная причина смерти – последствия падения. Известно, что детектив Чанг проходил длительное лечение в больнице Сан Дженерал. Больница не может разгласить все подробности. Я думала, ты уволился. Голос всегда говорил мне пить меньше. Но больше я его не слышу. Я к такому не привыкла. Жаль. У меня было 2 отца. Настоящий моряк. Утонул в море, когда мне было 3. А второй меня усыновил. И каждый день он напивался и бил меня. Куда пошла? И однажды я от него сбежала. Я не знала, куда мне идти. Не знаю, сколько я бегала. Но потом меня отвели в храм. Мастер Цигун любезно меня принял.
Я осталась там, пока мне не исполнилось 18. И тогда я познакомилась с мистером Ченгом. Только спустя некоторое время я узнала, что это он меня туда привел. Я потеряла 2 отцов. Но Господь подарил мне еще 2. С самого детства никто не относился ко мне так хорошо, как он. Какова твоя история? А у меня было 2 матери. Гадалка сказала, что у моего отца будет 2 жены. И он женился на моей матери-призраке, чтобы исполнить пророчество. Только я ее видел. Ваш мальчик очень чувствителен и видит духов. Так что держите его подальше от металлических изделий, ножей и пистолетов. Хао. Все хорошо. Делай то, что хочется. Я всегда с тобой. Сколько я себя помню, мы всегда были неразлучны. Помню, в детстве я очень сильно заболел. Но мне не было страшно, так как я знал, что душа моей матери всегда была рядом со мной. Не беги! Стой, подожди! Не говори с ним, а то призрак его мамы тебя накажет. Чинчиха видит призраков. Как страшно! Одноклассники смеялись надо мной, потому что моя мать была призраком. Было больно терпеть издевательства, Хао, поэтому начал игнорировать ее. ты в порядке? Хао. Уйди, ненавижу тебя! Я надеялся, что она от меня отстанет. С того дня больше я не слышал ее голос. И не видел ее тоже. Я думал, это потому, что я вырос. Только потом я понял, каким глупым я был. Я скучаю по ней. У людей и призраков разные пути. Забыл? Нет, не забыл. Но если мы игнорируем тех, кто нуждается в помощи, разве мы можем назвать себя людьми? Любишь ты вмешиваться в чужие дела? Пойдем вместе. Долго еще? Я подсчитал. В 3 утра. Готовься, чтобы без ошибок.
Если признаешься, будем снисходительны, а если нет, грубы. 句从严。 Вы хоть сами знаете, что творите? Спрошу последний раз. Где Чанг Дзюсинь? Вам бы за свою шкуру беспокоиться. Хороший коп, плохой коп. Где камера?啊， А, плохой коп, злой коп. Слыхал о русской рулетке? 1 шанс из 6. Поговори мне. Стреляй. Один из 5. Стреляй. Один из 4. Снова. Какого хрена? Ты правда зарядила его? Ну, конечно же. Какая без этого рулетка? Черт. А если бы я его убил? Больно. Похоронил бы потом. Вы такие же чокнутые, как и Сунь Юйшоу. И на работе давят со всех сторон. Она даже домогалась меня. А я что скажу? Полиция установила личности всех погибших. 换算 Все они родились в год, месяц и день иня. 音乐、音日、音时。 Людям, родившимся в это время, легче установить связь с духами. Чтобы продлить собственную жизнь, Сунь Юйшу забрала жизни этих девушек. Похоже, Сунь Юйшу давненько это практикует. И как мы остановим ее? Зависит от религии. Но принцип один и тот же. Нужно провести ритуал, принести жертву. Главное — среда. Пока мы не знаем, какая она. Среда? У нас мало времени. После восхода солнца Сунь Юйшу... Суэ, ты реально его зарядила? Извини. Подожди. Что вы здесь делаете?
молодчина. Люцифер, любимый ангел Господа. Архангел Михаил послал тебя в ад. Как же глупо. Ангелы превосходят людей. Сильный должен пожирать слабых. Вы этого не поняли? В чем дело? Стыдно личико показать? Думаешь, пули меня ранят? Что ж ты за монстр такой? А ты милый. Пытаясь сражаться со мной, люди обречены на смерть. Рыцарь в сияющих доспехах, спасающий девицу в беде? Но мы здесь не фильм снимаем. Не двигайся. Уже сдаешься? Я возлагала на тебя большие надежды. Закончились трюки? Но ты правильно поступаешь. Подонки вроде тебя должны склоняться перед своей судьбой. Встань ровно. Я принесу пользу тысячам других людей, спасая бесчисленное множество душ. Сколько стоит твоя жизнь? Как думаешь, новости о том, что полицейский покончил с собой из-за чувства вины за смерть напарника, попадет в заголовки газет?
Мистер... Важнее всего среда. Среда? 界 Пока не туши благовония. Так ты их четче увидишь. Священная вода. Используй его против неуязвимых призраков. Теперь уж точно не заживет. Теперь я тебя точно убью. Разве я тебе не говорил? Ты правда уродина. Мистер Чанг, почему вы раньше не пришли? Я уже принял пулю за тебя. Оно ведь из бумаги. Поздравляю. Теперь ты слышишь духов. Вы правы. Дело времени. Дзюйсинь, это папа. Очнись. 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 Дзюйсинь. Хоть раз послушай отца. Пожалуйста, приди в себя. Дзюйсинь. Найди Орка 88. Получи 880 рублей за регистрацию и 200% на первый депозит. Поставь 6, 7 и далее по порядку перед адресом сайта. Зайди на актуальное зеркало и будь вместе с пиратским казино номер 1. Хао. Где мой отец?
Английский. Понравилось? Да. А какой твой любимый урок? Кулинария. Я сказал, что в жизни человека есть два важных момента. Теперь я понял, что и у призраков есть похожее. День, когда мы умираем, и день, когда мы спокойно уходим в мир иной. 那一天， В